Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Силовой трансформатор мощностью 10 мегаватт, установленный в поселке Цандрыпш, введен в эксплуатацию. Сотрудники ГИМС совместно с коллегами из погрануправления ФСБ России продолжают рейдовые мероприятия в акватории Сухумской бухты. С января по 1 июля текущего года на выплату пенсий, пособий и доплат пенсионным фондам направлено 708 миллионов 342 тысячи рублей, что на 83 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Председатель пенсионного фонда Денис Гулария доложил премьер-министру Александру Анкваб об итогах работы за первое полугодие текущего года. Количество получателей пенсии и пособий на данный момент составляет 49 020 человек, что на 5314 человек больше, чем в прошлом году. С января пенсионный фонд повысил размеры пенсии 11 категориям пенсионеров, инвалидам и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии. С июля пенсии повышены на 1000 рублей 10 категориям пенсионеров. Гражданам Абхазии, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства. В Минобороны Абхазии 17 и 18 июля провели тактико-специальные занятия с ремонтными подразделениями бригад резерва, сообщается на сайте оборонного ведомства. Занятия проводились в целях повышения уровня методической подготовки, совершенствования личных профессиональных знаний, умений и навыков командного состава в решении задач технического обеспечения войск в боевых условиях. Личный состав ремонтных подразделений практически отрабатывал задачи по развертыванию системы технического обеспечивания соединений и частей резерва вооруженных сил, восстановлению вышедших из строя вооружений и военной техники. Ремонтные подразделения получили практику в решении задач в ходе современного боя. Силовой трансформатор мощностью 10 мегаватт, установленный в поселке Цандрыпш, введен в эксплуатацию. Часть поселка получает электроэнергию от подстанции, питающей также участок железной дороги. Теперь новый агрегат будет автономно обслуживать только население поселка. С рабочим визитом на месте побывали первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джансух Нанба и генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджоля. Подробности в репортаже Сарии Кварацхеля. Проблемы с электричеством решены в курортном поселке Цандрыпш. Установленный здесь агрегат мощностью 10 мегаватт даст возможность не отключать часть поселка от электричества во время прохождения поездов через станцию. В советское время эта подстанция обслуживала только железную дорогу, а население получало электричество от местных ГЭС. Но она не функционирует уже несколько десятилетий, а мощности для стабильного обеспечения населения электричеством не хватает. Теперь новый трансформатор будет автономно обслуживать только население поселка. Распоряжение было президента Слава Георгиевича по проведению работ по расширению, усилению мощности самой подстанции. В рамках этого распоряжения нами были проведены работы по установке дополнительного трансформатора. Было построено все сопутствующее линейное коммутационное оборудование. Новое было построено, цифровое, современное. И те нагрузки по населению, которые были за перегрузе, все мы перераспределили их на эти два трансформатора, и сегодня она прошла в хороший, нормальный режим работы. Генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджоля пояснил, что перед вводом трансформатора в эксплуатацию на самой территории был проведен большой объем работы, а именно расчистка, подсыпка, а также демонтаж старого оборудования. Здесь появились ячейки трансформатора собственных нужд, новые кабели, опоры и воздушная линия. Раз, два, три фидера вывели новые, с заменой кабелей всех коммутирующих устройств. И аварийную ситуацию мы на сегодняшний день вынесли за территорию подстанции, так скажем. Но сами сети в очень плачевном состоянии. Работы на подстанции Цандрыпш-Тяга велись за счет средств администрации Гагарского района, Черноморэнерго, а также АЖД. То, что мы видим здесь, это достаточно серьезный шаг. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех сотрудников Черноморэнерго, которые приложили немало усилий для того, чтобы мы сегодня могли видеть этот объект. Хочу выразить также благодарность администрации Гагарского района,
Депутаты парламента, в свою очередь, поддержали значит, включение 10 миллионов рублей в бюджет республиканский. Администрация района в такой же сумме поучаствовала в этом проекте. Это говорит о том, что различные органы власти сообща, понимая сложность, которая есть в этом районе, решила задачу вот на данном этапе. Дальше в таком же духе будем продолжать работать. Самая главная задача – доставить до конкретного абонента, до конкретного домовладения качественную электроэнергию. Черноморэнерго продолжает комплекс работ по установке новых трансформаторов, а также замене обветшалой линии электропередачи. Сария Кварцхеля, Тимур Ковия, Абхазское телевидение. Беслан Кобахи избран академиком Российской муниципальной академии. Решение было принято на заседании Президиума Российской муниципальной академии. А вручение диплома прошло в рамках комитетского заседания в Госдуме России. Российская муниципальная академия – это общественная организация, объединяющая ученых и практиков в области местного самоуправления. Ее региональные отделения созданы в 72 субъектах Российской Федерации. Сотрудники госинспекции по маломерным судам совместно с коллегами из погрануправления ФСБ России продолжают рейдовые мероприятия в акватории Сухумской бухты. Проверяют владельцев плавательных средств на наличие судовых билетов, технических талонов, прав на управление судном и разрешения на выход в море. В один из таких рейдов вместе со спасателями отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Ульяны Рожковой. Поддерживать порядок и эффективно обеспечить безопасность в акватории региона. С этой целью сотрудники ГИМС и МВД провели контрольно-надзорные мероприятия. В ходе рейда были осмотрены более 7 маломерных судов. Досмотровая группа проверила владельцев плавательных средств на наличие у них судового билета, технического талона, права на управление судном и разрешения на выход в море. Проверка показала, что не все владельцы имели с собой разрешительные документы. Кто-то перевозил пассажиров без спасательных жилетов, что является нарушением. Сейчас мы сегодня провели рейдовые мероприятия. В летний период мы проводим 2 раза в неделю сами. И вот как сегодня совместно с транспортной милицией и с российскими пограничниками они выявляют, брали ли разрешение на выход в море у российских пограничников. А мы уже по своей линии, они оформлены ли данные суда, есть ли права на управление судоводителей. На сегодняшний день вот мы проводили на прошлой неделе рейды, проверяли 2 гидроцикла. У них с документами были не в порядке. Один из них попал под штраф. Он был оштрафован на сумму 7500 рублей. После чего он все документы подготовил. Сегодня мы его проверили, и у него было все в порядке с документами. В ходе рейда было выявлено немало нарушителей и среди отдыхающих и местных жителей, которые выплывают в море на прогулочных катамаранах без спасательных жилетов. В связи с началом курортного летнего сезона увеличилось количество гидроскутеров, и Государственная инспекция по маломерным судам проводит рейдовые мероприятия и выявляют нарушителей. Немало и тех, кто заплывает в судоходную зону, что является крайне небезопасным действием. Сотрудники ГИМС на первый раз их предупредили. Если нарушения повторятся, то последуют штрафные санкции. Ответственных и законопослушных судоводителей встреча с представителями ГИМС не застала врасплох. К проверке они оказались готовы. Что не скажешь о тех, кто совсем не откликался на просьбу подъехать, игнорируя сотрудников МЧС. При более серьезном наблюдении необходимых требований, в том числе отсутствии разрешительных документов на управление судном, спасатели выписывают штрафы в размере от 6 до 10 тысяч рублей. По выявлению мы штрафуем, если в течение 3 дней человек оплачивает штраф, он оплачивает 50%. Если он не оплатил, если он не оплатил штраф, соответственно, мы его вызываем и можем документы аннулировать его на какое-то время.
И передаем это, в принципе, совместно, как я и сказал, и с транспортной милицией, и с пограничниками. И его просто российские пограничники, которые работают у нас в Абхазии, его просто не выпустят. С началом курортного сезона ситуация усугубляется. Сотрудники ГИМС совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ России 3 раза в неделю проводят рейдовые мероприятия в акватории Сухумской бухты. По словам Тенгиза Сабуа, по Сухуму ситуация стабильная, но есть с чем работать. Больше всего нарушений выявлено в Гагре и Цандрипше. Ульяна Рожкова, Константин Паруло, Абхазское телевидение. 19 июля с 9 утра до 8 вечера в связи с проведением ремонтных работ часть Сухума останется без воды. Как сообщает столичный водоканал, воды не будет в части старого поселка на улицах Семерджиева, Станционной, Дыповской, Бейгуа, Войнахской в районе вокзала. Нехватка воды также будет ощущаться на верхних этажах многоквартирных домов в центре Сухума. 24 июля в 17 часов в фойе Абхазского драматического театра пройдет персональная выставка изделий ручной работы дизайнера Аиды Гицпа. Посетители смогут увидеть многолетний труд автора. Но уникальность выставки заключается в том, что на ней будут представлены ручные изделия из натуральной кожи, японской полимерной глины, полудрагоценных камней, сумки, украшения, обувь, аксессуары и многое другое. Работы дизайнера Аиды Гицпа пользуются большим спросом и хранятся в частных коллекциях России, Америки, Монако. Ее персональные выставки проходили в Москве, а в столице Абхазии экспозиция будет организована впервые. Это многолетний труд. Я решила поделиться моими работами. А для того, чтобы вдохновить людей на творчество, на то, чтобы созидать, на то, чтобы уйти от отрицательных мыслей и чтобы жить в гармонии. Посетители выставки ожидают сюрпризы, которые мы сейчас не будем раскрывать. Но я надеюсь, они понравятся всем. Народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзмава подарила Пицунскому храму рояль. Об этом она сообщила в телеграм-канале. В этом году мы решили подарить собору памятный символ. Пусть в дорогом сердцу месте всегда звучит музыка, написала она. 20 июля в 20 часов в Пицунском храме состоится концерт, в котором выступят воспитанницы Хиблы Гирзмава, студенты и выпускницы Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также сама оперная дива, являющаяся доцентом кафедры сольного пения, концертмейстер, выдающаяся солистка, выдающаяся пианистка, доцент кафедры концертмейстерского искусства Московской консерватории Екатерина Ганелина. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 19 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 20-25, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Камшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.